Везде редакторы, у всего есть редакторы, у редакторов тоже есть редакторы, и эта вся история бесконечна. И я могу с кем-то этой любовью к языку поделиться. Я вот умею, я и на Дегорском умею, и на Иронском умею, и стихи пишу. Мы сделали так, что Дегорский стал доступным для всех жителей нашего мира. Дегорский на Дегорском, Дегорского на Дегорском, Дегорского, Дегорский на Дегорском, Дегорский. Но Дегорский это Дегорского, Дегорский тоже на Дегорском. С Дегорским также Дегорский. Очень сильно люблю Дегорский. Меня зовут Шавлохова Лана. Я являюсь работником национальной телекомпании. Также очень люблю музыку, давно пишу песни. Больше, наверное, люблю писать, говорить и все остальное на нашем родном языке. Даже могу сказать, что дегорский язык — это тот язык, который меня вдохновляет на многие вещи. И я люблю писать песни о любви на Дегорском. Я сейчас работаю на национальной телекомпании, веду тематические программы также на Дегорском, Иронском. Сейчас еще мы пытаемся начинать онлайн-курсы Дегорского, благо есть люди, которые в этом заинтересовались и предложили мне с ними сотрудничать. Мы больше привыкли, что онлайн-курсы — это больше какие-то зарубежные языки, в частности английский, но мы сделали так, что Дегорский стал доступным для всех жителей нашего мира, и очень много людей есть, которые живут за пределами республики и хотят вспомнить забытое старое или вовсе изучить заново с нуля язык. И вот у нас появилась такая возможность. Мы сейчас разрабатываем такие 2 стези. Одна будет для людей, которые хотят учить дегорский с нуля. А другая история, что мы разрабатываем курс для говорящих, но для тех, кто его уже давно забыл. И вот мы будем делать так, чтобы они его вспомнили. Работа на телевидении, на самом деле, знаете, когда говорят «гром среди ясного неба», вот это, наверное, точно моя история, потому что, несмотря на то, что я почему-то себя всегда представляла в этой сфере, в этой индустрии, почему-то хотела работать на радио, не знаю, или на телевидении, с детства уже было такое желание. Но все же то, что я буду, то, что моя мечта когда-то станет явью, я, честно говоря, об этом даже не мечтала. А если и мечтала, то думала, что это очень нескромно. Но когда уже анонсировали, что у нас открывается национальная телекомпания, уже об этом отовсюду говорилось, и вот я наткнулась на страницу в Инстаграме, уже они ее активно вели, и там было написано, что у нас идет набор сотрудников, и отправляйте свое резюме по разным пунктам, то есть либо корреспонденты, либо режиссеры, ну и так далее, в общем, все по всем категориям. Я даже не знала, что, думаю, ну что отправить, кто я кем я хочу быть на этой телекомпании. В итоге, посоветовавшись с подругой, я говорю, ну давай отправим на корреспондента, там будь что будет. Ну отправили, меня вызвали, было куча собеседований каких-то. Помню, вот так же сидела первый раз перед будущим директором телекомпании, и они меня спрашивали, что ты умеешь? Я говорю, я вот умею, я и на Дегорском умею, и на Иронском умею, и стихи пишу. В общем, все самое лучшее сразу выдала. Ну, не знаю, мне было сложно понять, понравилась я им или нет, и в тот день, наверное, даже не спала, потому что думала, интересно, мне еще наберут, потому что это было как раз-таки решающим моментом, что либо да, либо нет. Ну и позвонили. После этого уже нас разбили на группы. Была астинская группа, русская группа, и нас готовили уже конкретно для кадра. Нина Сацирова, Оля Цгоева очень сильно нам помогли, учили читать с суфлера, потому что я на тот момент училась в 11 классе. И
Нет, почему в 11-м сейчас? Я же уже была студенткой, кажется. Нет, я уже не училась в 11-м. На тот момент я училась на 2-м или 3-м курсе. Естественно, абсолютно без опыта. Я писала в газету, но это вообще ничего не значило. И поэтому можно сказать, что мы все были молодыми, с улицы, но нас научили многому. И, наверное, что-то в нас зажгли, что ли, и вот это появилось желание что-то делать. И влюбили нас, наверное, в эту работу. Не знаю, может быть, меня не поймут, но я очень сильно люблю дегорский язык. Мне часто об этом говорят, и говорят, что ты разделяешь Иронский от дегорского, и ты всегда выделяешь дегорский, почему ты так делаешь? На самом деле нет, я его не разделяю, и иронский люблю очень сильно тоже. Но дегорский — это тот язык, который я слышала с детства, я жила среди дегорцев, и он мною очень сильно любим. Потом когда ты уже окунаешься глубоко в язык, ты начинаешь узнавать какие-то тонкости. Мне он кажется очень нежным, красивым. Я его очень сильно чувствую. И уже видение плавно перетекло в то, что я поняла, что мне нужно им поделиться с кем-то, как будто бы во мне его очень много, и я могу с кем-то этой любовью к языку поделиться. И у меня была идея, я с этой идеей поделилась с Тамерланом Камболовым. Кстати, он выпустил книгу «Дзоран Дегор Онау». Это самоучитель. И он пригласил меня и еще одного мальчика для того, чтобы озвучить эту книгу, там кое-какие моменты, чтобы была аудиоверсия. И я сказала: Тамерлан, хочу курсы дегорского. Он говорит: отлично, я тебя готов поддержать, я дам тебе книги, я помогу тебе с помещением. Ну и, в общем, как-то кинули клич, и я хотела посмотреть, насколько и кто откликнется. Откликнулись. Далее были какие-то моменты именно организационные, то есть помещение найти, организовать группу людей, ну, административная такая история. И это очень сильно затягивалось. Вот вы же понимаете, да, что когда ты зависишь от кого-то, то эта история очень сильно затянулась. Я не знаю, это, наверное, тоже вот Бог мне помог в этом, и тут мне звонят и предлагают сотрудничать с онлайн-школой, которая тоже на стадии стартапа, и мы только начинаем, и мы бы хотели и дегорский. И я сказала: ну давайте попробуем. И вот мы пробуем пока что. Все пока мы, знаете как, вот мы щупаем, потому что мы начали эти курсы с них самих, с организаторов, и мы смотрим, как это все работает. Практическую часть мы прогоняем с ним, потому что он дегорец, который живет много лет уже в Москве, а теоретическую с его женой, которая русская. На самом деле, наверное, творческие люди все время чего-то хотят, другое дело, что они для этого делают. Я сейчас больше, наверное, ушла в авторство. У меня есть песни, я пишу для себя, и хотелось бы больше для себя, но я всегда говорю, что я пишу песни для себя на фоне душевных потрясений. Вот у меня таких потрясений давно не было, наверное, и от этого, наверное, не было каких-то хороших песен, вот таких ярких, какие у меня были. Но они еще будут обязательно. Больше, наверное, да, ушла в авторство. Мне нравится писать для других и потом слушать, как они это все поют. Ну и, в общем, тоже, наверное, большинство из них тоже на дегорском, на иронском. На русском, кстати, стала писать реже, что удивительно. Честно говоря, наверное, не буду загадывать, потому что хочу я многого, а если что-то не получится, потом будет обидно. Поэтому не буду говорить громких слов. Каждый человек, который, будь то творчество или любая отрасль, да, каждый из нас хочет развиваться и хочет становиться лучше, больше. Потом, когда ты какие-то силы в себе чувствуешь, что ты что-то можешь, то ты хочешь развиваться. Я бы хотела, да, развиваться в своей отрасли. У меня нет такого, что, знаешь, сижу и думаю, вот
сменить бы мне род деятельности. У меня такого нет. Я бы хотела, наоборот, чего-то большего в этом. Я хочу продолжать работать на ТВ. Не знаю, будет ли это здесь или где-то еще. И я понимаю, что иногда мои мечты очень запредельные. Вот. Но я же могу мечтать. Поэтому я мечтаю о многом. В творчестве также буду продолжать писать песни, побольше для себя, развивать также дегорский язык, потому что я бы не хотела, чтобы он остался где-то, его забыли. Так что что-то полезное, что-то, что побудит других тоже обратить внимание и на язык, и на какие-то важные вещи, потому что кто, как не молодежь, может сейчас сподвигнуть другую молодежь, делать что-то правильное. И, мы сейчас говорим о развитии языка, а это очень важно, потому что мне очень обидно бывает, когда молодежь не говорит на родном языке или она ее забыла. Потому что многие говорят, что это не самое важное, почему ты на этом зацикливаешься? Что, у нас других проблем нет? Да, у нас есть другие проблемы, но это же тоже не пыль какая-то, язык, и мы носители языка. И если завтра каждый из нас будет говорить о том, что это не самое важное, да у нас же и других куча проблем. Да, их много, но язык — это то, что мы обязаны сохранить и передать нашим детям. Смотрите, даже вы, люди, которые снимают для Ютуба в Северной Осетии, мне кажется, даже вы в какой-то степени ограничены. И вы соврете, если скажете, что это не так. Но телевидение все равно это то место, где ты неволен. Сейчас здесь мы можем говорить, о чем мы хотим. И то мы будем думать 3 раза, пока что-то сказать. А, естественно, телевидение, ты... Везде редакторы, у всего есть редакторы, у редакторов тоже есть редакторы, и эта вся история бесконечна. Поэтому бывало, может быть, что-то, о чем я хотела бы поговорить, но я понимала, что это не формат для телевидения, меня не поймут или еще что-то. Я просто сама такой человек, что я не лезу во что-то радикальное. Есть люди, которые очень любят... Есть люди, которые считают, что если они сейчас о чем-то громко будут заявлять, то их обязательно услышат, и они могут что-то решить. У меня этого нет в характере. То есть если я понимаю, что я могу своей темой или своими разговорами вызвать что-то негодование, я этого делать не буду. Вот. Опять-таки были, да, какие-то маленькие траблы с Дегорским, но они тоже были не такими какими-то решающими, поэтому все как-то утихло быстро. А в целом, нет, не помню, что были такие инциденты. Приближается конец года, и все мы, наверное, под конец хотя бы ждем чего-то хорошего, да? Многие скажут, что ничего хорошего в этом году не было, кроме как, наоборот, много негатива и много плохих событий. И вот наступает конец года, и все мы верим в то, что все плохое закончится, и Новый год начнется с чего-то хорошего, и он будет, в принципе, для нас, для всех хорошим годом. Я желаю, чтобы на самом деле было так, пусть все плохое останется в этом году, и я желаю каждому, кто сейчас смотрит это, и вообще всем людям, желаю, чтобы ваши мечты исполнялись, потому что у каждого они есть, каждый о чем-то мечтает. Пусть даже то, о чем вы не говорите, и то, что вы храните в своем сердце, вскоре станет явью. Желаю вам радости, счастья и много поводов для улыбок. Спасибо.